Алхас Чинджоли, мой коллега, сказал правильные слова. Первым было слово, но потом все-таки было дело. У нас, к сожалению, и в начале слова, и в середине, и в конце слова. Дел мы практически не видим. Это наша общая вина. Постоянно вот эти встречи, они проходят в таком камерном, кулуарном формате. Собрались люди обеспокоенные, как бы страна сама по себе, народ сам по себе, проблемы сами по себе и так далее. Реально у нас очень серьезные проблемы. Возвращаясь к статистике, хочу отметить, кто из присутствующих реально думает, что в Абхазии проживает 122 тысячи абхазов? Комментарии излишни, как говорится. Валерий Иванович, если вы позволите, по переписи Российской Федерации в России сегодня проживает, это перепись 2021 года, 8 тысяч абхазов. Количество сократилось на несколько тысяч в сравнении с переписью 2010 года. С учетом всех, как вы говорите, да, всех, хотя перепись обычно должна указывать на личное население и население временно выехавшее, там, трудовых мигрантов и так далее. Но у нас как бы мы, в силу того, что нас очень мало, Россия сегодня у нас это географическое понятие, которое стало понятием шаговой доступности. Слава Богу, самолеты летают, порты, аэропорты, железная дорога работает. Так вот, вместе со всеми нас вряд ли больше 110-112 тысяч. Это нет. Реально на территории Абхазии, Александр Викторович, аплодирую, надо смотреть статистику, связанную со школами, с нашими детьми и так далее. Так вот, реально, исходя из перекрестных данных, я занимался этим какой-то период времени, будучи депутатом парламента, и до этого работая в Министерстве соцобеспечения. Реально сегодня в Абхазии проживает 90-95 тысяч абхазов. Ну, это, да, я понимаю, это позитивная цифра. Угу. Если брать негативную, у нас всегда цифры разнятся, да, эта цифра может быть 85-88 тысяч. А вот теперь, если мы принимаем это как факт, как реальность, давайте поговорим, что можно сделать. Только что мы говорили, да, создание фонда. Благодаря коллегам 5-го созыва, да, удалось. Вопрос, не мудрствуя лукаво, не говоря, где взять деньги, отвечал на вопрос, где взять деньги. Ежегодный отчет контрольной палаты, почитайте, от 300 до 500 миллионов рублей, до полумиллиарда. Деньги исчезают непонятно куда. Я извиняюсь, сейчас я говорю, я говорю, цифры минимально подтвержденные, возможно больше и так далее. Что мешает нам, Сергей Миронович, в тех министерствах и ведомствах, где вот эти цифры, мягко скажем, определены как нецелевое использование, просто отсечь финансирование из года в год, которое непонятно каким образом тратится, вернее, и сосредоточить на других направлениях. Более того, в поддержку своего коллеги Алхаса Чинджоли хочу сказать, для того, чтобы начать решать проблемы многодетных, молодых, ну и другие есть семьи, больные, которым необходимо там находить жилье на первых этажах, да? Абхазии не нужно никому ничего и никого продавать. У нас есть возможности сегодня, живой пример, да, сказано, было 40 миллионов рублей, 50 квартир. Мы порядка 150-200 квартир, поверьте мне, это мое исследование, возможно, я ошибаюсь, но не сильно, да, 100, 150, 200 квартир ежегодно мы можем сами строить и сдавать. Не надо никого ждать, вся наша проблема, вот здесь кто-то правильно подметил, да, Зауру, по-моему, вы. Как только началось это софинансирование, наши власти начали почивать на лаврах самоуспокоения. Поверьте мне,
никто наши проблемы за нас с вами решать не будет. И не надо ждать из года в год улучшения экономической ситуации. Она сама по себе или улучшится, или ухудшится, независимо от наших действий. Есть внешнеполитическая конъюнктура. Сегодня, кстати, экономическая ситуация в Абхазии как никогда позволяет решать многие вопросы. Перед нами не стоят задачи, которые нам не по плечу. Перед нами стоят задачи, которые мы можем, должны и обязаны решать. Что для этого нужно делать? Я считаю, мне трудно говорить, когда Сергей Миронович, а там за на самом деле огромное количество проблем. Но я хочу вам задать вопрос. Если в этой стране не будет, как это не печально звучит, чиновника, ответственного за реализацию определенных программ, у нас ничего с вами не получится. Мы, государство, сильно забюрократизировано. У нас есть институт вице-президентства. Все мы с вами знаем, что вице-президент у нас не делает ничего практически. Гражданскую комиссию по возглавляет. Конституции.